Бзира Шумаз. Здравствуйте, уважаемые зрители. Австохабар продолжает работу. Прежде чем мы перейдем к нашей беседе, я прошу вас подписаться на Австохабар. Мы есть в YouTube, Instagram, Facebook, Telegram. Рад приветствовать сегодня участников нашей беседы. Шисло Иванович Какалия, Иван Микай. Шисло Иванович, отдельно хочу сказать, что очень рад, что ты сегодня в нашей студии. Давно не виделись. Вот. Я тоже очень рад. Да, и я просто хочу напомнить нашим зрителям, что вот такой состав, такая конфигурация эфира, она не первая. Мы очень часто до 15 ноября делали анализ событий. Несложно было это предсказать, но и предсказывали, говорили о том, что, к чему приведет политика экс-власти. И я думаю, что сейчас тоже для нашего общества и для наших зрителей необходима такая трезвая, спокойная аналитика реалий. И сегодня мы, наверное, поговорим о том, какая ситуация общественно-политическая в стране, какие есть изменения, что нас может ждать при разных сценариях развития событий. Поэтому из, мне кажется, важных тем это назначение, так сказать, нового куратора, его приезд в Абхазию, хотя нет такой должности, но мы так в общественной среде и так далее. Довольно часто это именно фраза встречается, именно это определение. Сергей Владимирович Кириенко был в Абхазии с очень таким важным визитом. Я думаю, что мы можем проанализировать его приезд, его назначение, первые шаги. И, наверное, еще поговорим о таком важном аспекте, как о российском факторе в абхазских выборах. То, что нам такое наследие оставил экс-президент, уходя. И вот я думаю, что вот вокруг этих двух тем, для начала я хотел бы вот с приезда Кириенко и с этого анализа начать. Что, Иванович, тебе слово, потому что мы с Ливаном в день приезда уже успели как-то так свой такой беглый анализ дать, и в принципе в целом он как-то казался оправданным. Ну, во-первых, очень приятно находиться в этой студии снова. Вот, приезд, как вы сказали, куратора. Во-первых, приятно, что курировать вопросы Абхазии поручено нашему земляку. Я все-таки считаю, что это наш земляк, потому что мы знаем, что он определенное время жил в нашем городе, в нашей стране. Вот, и надеюсь на то, что он куда профессиональнее подойдет к исполнению своих обязанностей. И наши отношения с Российской Федерацией, которые благодаря экс-власти несколько так были испорчены, надеюсь, что благодаря Сергею Кириенко будут восстановлены. Такую надежду, такой вот осторожный оптимизм в этом смысле я испытываю, как говорится. Вот. Оценка необходимости инвестиций, оценка, данная им необходимости такого осторожного подхода к этим вопросам, необходимость защиты интересов граждан Абхазии, да, озвученная чиновником такого уровня, тоже очень-то вселяет определенный оптимизм, осознание, как говорится, необходимости защиты интересов местного бизнеса, местного населения. То, что должны были говорить руководители нашей страны, об этом заявил замруководителя администрации президента Российской Федерации. Это тоже вселяет определенный оптимизм. Это отрадно, конечно. Вот, я думаю, здесь имеет смысл поговорить о том, что произошло совершенно недавно, что двух граждан нашей страны лишили гражданства Российской Федерации. Вот Ливана Мика, Кана Кварчи. Это очень нехороший признак и очень знаковая новость такая. Происшествие такое знаковое. Если кому-то кажется, что это его не касается, это очень серьезное заблуждение. Очень серьезное заблуждение. И еще более опасно, что наши руководители
ведомств, прямо отвечающих за внешнюю политику, хранят молчание по этому поводу. Это очень нехорошо и очень опасно. Вот об этом, я думаю, надо поговорить нам сегодня. Ну, давайте... Да, я думаю, об этом надо поговорить обязательно. Мне понравилась очень оценка, которую дал этому Ахрабжани. Очень четко он озвучил. Нашему обществу брошен дипломатический вызов. Мы пока отвечаем дипломатическим молчанием. Не мы. Общество не отвечает молчанием. Я имею в виду, я всегда... Молчанием отвечает наше внешнеполитическое ведомство. Я, когда говорю «мы», вот в этом контексте речь идет как о государстве. То есть мы можем и не работаем там, в госорганах, например, мы втроем, но когда что-то касается твоей страны, это касается, собственно, всех граждан. В этом смысле я говорю «мы». Такая затянувшаяся мхатовская пауза от Министерства иностранных дел и от посольства Абхазии в России. Я должен сказать, что, наверное, вот подведомственно, скажем так, да, подчиненное МИДу посольство тоже молчит, и это тоже, мне кажется, очень важный такой показатель, индикатор, да. При этом мы публичных каких-то попыток ни защиты, ни реакции тоже не видим. С другой стороны, я должен отметить, что сразу отреагировал исполняющий обязанности президента Абхазии. И, насколько мне известно, он действительно, и не только мне, это общественности известно, он действительно разными каналами пытается добиться справедливости. Но пока одинок в своих попытках, и МИД ему не особо помогает. Ливан, важная тема лишения гражданства, вы это уже проговаривали. И все-таки вот первый вопрос. Мы здесь в студии бегло, скажем так, проанализировали первые действия Сергея Владимировича на территории Абхазии, но уже по прошествии определенного времени. Как ты видишь его назначение и риторика, потому что была очень насыщенная поездка, то есть за 2 дня он смог объездить разные места, были очень важные, на мой взгляд, высказывания, те, о которых Ишсо Иванович сказал. Вот такая смена куратора, и еще я бы добавил одну деталь, как будто бы есть 2 информационные линии. То есть с назначением Сергея Кириенко появилась и как бы светлая, скажем так, проявилась светлая сторона, начали говорить о каких-то достижениях и так далее в российских СМИ. И одновременно с этим идет такой хейт, критика Абхазии, особенно нашей общественности, которая там выступила против ряда соглашений и закона. Это все представляется в ряде российских СМИ как некие там проплаченные, бандитские там, и так далее акции. Вот у нас получается как бы такие 2 линии. Одна, которая Сергея Кириенко, и другая альтернативная, она как будто бы больше, скажем так, исходит от позиции экс-власти, вернее экс-президента. Вот так бы я характеризовал. Я бы все-таки, если такую провести ретроспективу последних событий, наверное, уже, так скажем, с времен Суркова, когда тот приезжал и проводил тогда беседы заинтересованные по поводу Абхазии, мне показалось, что сейчас им произошло изменение в отношении Абхазии, потому что приехал очень высокопоставленный чиновник и, так скажем, заинтересованно и участвуя в жизни республики, показал свою заинтересованность и стал обсуждать наши проблемы и проблемы взаимоотношений и так далее.
То есть понятно, что сейчас у России совсем другие глобальные задачи стоят, и им, вероятнее всего, было не до нас, безусловно. Но все-таки мне кажется, то, что мы называем тех людей, которые отвечают за Абхазию, вот здесь и персональные качества людей тоже имеют значение. И мы это видим, что прозвучали такие слова, по которым мы все-таки поняли, что наша, так скажем, судьба и то, что происходит в Абхазии, это не безразлично высшему руководству России, и что они хотят разобраться в ситуации, что что-то пошло не так здесь, что что-то произошло неправильно, они тоже уже понимают. И, наверное, так скажем, результат ноябрьских событий — это один из, наверное, положительных и главных результатов ноябрьских событий, потому что, наконец, те аргументы, которые высказывались оппозицией, общественностью, народом Абхазии, услышали. И это мы услышали в словах Сергея Владимировича, когда он говорил о том, что, безусловно, когда речь идет о инвестициях, надо учитывать и интересы абхазского предпринимателя, мелкого, среднего, и граждан Абхазии. Вот то, о чем мы все это время говорили, то, о чем просили, к чему призывали, мы услышали. И это очень сильно так мы, когда с тобой говорили, мы, то есть ожидали этого. Еще этого не было интервью, да. Еще этого интервью не было. Мы как бы авансом говорили о том, что все-таки Сергей Владимирович, как правильно было сказано, наш земляк, и мы ожидаем от него таких правильных оценок, понимания ситуации. И это, по моему мнению, произошло. Теперь все-таки вот вы говорите о том, что почему молчат вот эти вот наши политические структуры, да, там, я думаю, они после этого интервью в шоке, то есть они вели совершенно другую риторику, совершенно другую линию, и здесь, значит, приехал человек, который, кстати, несколько раз говорил о том, что он приехал по поручению Владимира Владимировича Путина, и все эти события, которые, значит, здесь происходят, они будут доложены Владимиру Владимировичу как бы уже непосредственно напрямую. Что очень важно, мне кажется, потому что вот это вот кривое зеркало, в котором мы были представлены как антироссийские, когда защищали интересы своего бизнеса, своего этноса там, и так далее, свои права, мы были представлены как антироссийские, да, то есть вот это вот кривое зеркало, которое экс-власть на нас была направила, это кривое зеркало, да, вот, и, безусловно, это является результатом, о чем вы говорите, и о том, что информация о том, что мы лишены, значит, гражданства России. Если мы это сами слышали, когда, да, президент через федеральные каналы, экс-президент через федеральные каналы обвинял нас в том, что якобы за оппозицией стоят какие-то западные силы, какие-то антироссийские силы. Поэтому здесь однозначно оценка моя в том, что я думаю, что мы пошли по пути выправления ситуации, когда, кстати, Сергей Владимирович об этом сказал, что это
двухсторонняя дорога, мы будем слышать друг друга, слушать друг друга, и это очень положительно. Я хотел бы еще одну такую деталь отметить. Вот, когда мы все это время, уже несколько лет говорили о том, что интересы Абхазии важны, нашего общества и так далее, очень много было такого пренебрежения, в том числе от наших подписчиков. Ну, говорили, ну, что там Абхазия может, она там полностью там, подконтрольна, там ничего не может быть и так далее. Я хотел сказать о том, что вот та энергия и тот дух, который показал абхазский народ тогда, 15 ноября, одно из как бы таких достижений, да, вот этой энергии, этой борьбы, это то, что мы были, вот то, что Леванта сказал, в Москве были услышаны в самом верху. То есть теперь наши интересы, скажем так, будут учитываться, но для этого, мне кажется, еще нужна одна составляющая. Мы были услышаны в самом верху в Москве, теперь надо, чтобы... Мы были услышаны в Сухуми. В Сухуми. Вот этот вопрос. То есть, если идет двустороннее движение, о чем мы говорим, то важно, чтобы здесь были люди и общество, которые отстаивают абхазские интересы абхазского государства. Вот Иван, это важнее. Вот я хочу сказать, что вот эти прошедшие 5 лет четко указали на определенные вещи. Наше общество разделено на тех людей, которые признают свою страну независимым государством, и на тех, кто до сих пор этого не сделал. К большому сожалению, некоторое количество лет назад руководство Республики Абхазия, в руководство попали люди, которые не признали Республику Абхазия независимым государством. Для себя, внутри себя не признали. Республику Абхазия не признали независимым, Конституцию не признали, достижения абхазского народа не признали, не участвовали в этом и впоследствии не признали достижения абхазского народа. Потому мы имели то, что мы имели. Сегодня такого рода люди рвутся снова во власть, снова рвутся на высшие должности, не признавшие свою страну, не признавшие права своих граждан, права граждан этой страны, соответственно, не признавшие необходимость защиты прав этих граждан, законных интересов, прав этих граждан, я имею в виду граждан Республики Абхазия, на примере реакции на лишение гражданства Левана Кана Кварджи, гражданства Российской Федерации. Понимаете? Мы наблюдаем это, во время эфиров наблюдаем вопросы, которые им задаются этим людям, как они на них отвечают, как они уходят от ответа, как они пытаются взять на себя какую-то ответственность, как они категорически отказываются вести себя гражданами независимого государства и при этом претендуют на высшие должности в этой стране. Это очень тревожная тенденция, и это надо обличать и называть вещи своими именами. Понимаете, мы должны это делать, если мы говорим о своей стране, если мы говорим о защите наших интересов нашей страны, мы должны об этом говорить. Понимаете, вот это я считаю очень важным. Тут, Ростислав Иванович, я хочу вот еще что сказать. По поводу защиты абхазских интересов. Интересов граждан Абхазии. Да, абхазского общества, абхазских граждан. Помимо того, что эти люди там не признают, они еще и сумели включить в внутриабхазский процесс российский фактор, но не в той мере, как это было, скажем, в 2004 году, когда там Ткачев за границу закрывал. Не в той мере даже, как это было при экс-президенте Рауле Хаджима, когда как бы говорилось, что его тесные отношения с лидером России Владимиром Владимировичем это вот залог там, того, что он там будет президентом и дальше, что он будет поддержку России иметь. Здесь, мне кажется, включили совсем другие механизмы, когда уже реально, как будто бы, знаете, вот я смотрю некоторые выступления, как будто бы мы не президента Абхазии выбираем, а человека, который больше всего скажет в сторону Российской Федерации. Как будто бы, знаете, вот, как вот тост надо поднять за Россию. Вот мне кажется, вот мы вот туда... Не тем увлеклись. Туда скатились, извините, да? Не тем занимаемся. Совершенно не тем. И вот этот фактор, мне кажется, очень
вредны, потому что вот реально, когда ты смотришь СМИ, ну, я понимаю, когда нас комментируют, там, ботов наслали, и там заинтересованные люди определенные, выходцы, в том числе из Абхазии, это я понимаю. Но когда на федеральных каналах представляется, что это чуть ли не там абхазское общество, которое интеллигенция, герой, молодежь, которая там стояла 4 дня, там, да, это все какие-то бандиты, которые еще спонсируются из Грузии. Вот как-то вот эту информацию стали подавать через российские СМИ. И мне кажется, в этом огромная опасность, и вот там они наши могут заиграться. Иван, российский фактор в Абхазии, не только в Абхазии, в регионе нашем в целом, в Северокавказском, Закавказском, Кавказском регионе, российский фактор был, есть и будет. Но не в такой форме. Другое дело, как этот фактор пытаются использовать лидеры, лишившиеся легитимности внутри нашей страны, наши лидеры. Вот в чем здесь вопрос, понимаете? И насколько далеко они готовы зайти. Они зашли очень далеко. В частности, Аслан Бжани, экс-президент Республики Абхазия, зашел очень далеко. Мы говорили об этом много раз, и доказательств этому было тоже много. Когда лидер страны, лидер нации, если хотите, начинает направлять списки в соседние государства и жаловаться на своих граждан, это, наверное, самый край, это, наверное, дальше уже некуда. Да? Дальше некуда, просто некуда. Ну, мы видим результаты, например, вот лишения гражданства. И рейтинг у него был соответствующий. Именно потому 15 ноября случилось то, что случилось. Если у Аслана Бжани был бы иной рейтинг, если рейтинг был бы выше, 15 ноября не произошло бы. Понимаете, оно бы просто не произошло. Я не знаю, что еще надо было ему сделать, чтобы знаешь, рейтинг еще ниже. Вот здесь самая глубинная, наверное, проблема заключается в том, что сделал экс-президент, да? Он сделал, что начал такую риторику, которая борьба за интересы Абхазии, он ее противопоставил интересам России. А это в корне, то есть, да, в корне неправильно, то есть это губительно, да, для нас. Почему? Потому что то, что мы в 92-93 году, мы, ветераны с оружием в руках, защитили свою страну Абхазию, и несмотря на то, что не совсем благоприятная для нас ситуация в Российской Федерации тогда была крайне неблагоприятная. Да, очень дипломатично высказал. Да, Ельцинская Россия, да, вот. Несмотря на это, мы, отстояв независимость Абхазии, сделали так, что сегодня натовское присутствие отсутствует, да, в Грузии. То есть тогда мы же понимаем, как события развивались. С приходом Саакашвили и так далее Грузия могла тогда, но вот эти неразрешенные конфликты, то, что мы отстояли свою независимость. Иван, извини, но я скажу вот так. Вместо российских военных баз в Абхазии здесь могли стоять американские военные, прям вот в этих же местах. В этих же местах. И то, что в той ситуации мы смогли это сделать, это благодаря тому, что у нас очень высокий был уровень патриотизма, уровень национального самосознания. И это является основой нашей независимости, нашего суверенитета, наш патриотизм, наше самосознание. И людей, которые, сегодня являются яркими патриотами, да, яркими людей, которые защищают национальные интересы свои, которые ищут пути развития абхазской культуры, абхазской экономики, назвать антироссийскими, то есть это фактически ставить крест на будущем Абхазии. Это делают абхазские власти в первую очередь. Вот о чем надо говорить. Вот о чем мы должны говорить. Так я же про то и говорю, что Кириенко приезжает и говорит. Это делают наши
наши я граждане. с этого и начал, что когда потом, я помню, это бжаневская, так скажем, риторика, потом Сергей чуть-чуть Шамба поменял, начал говорить, ну это два разных, так скажем, которые за развитие и против развития. Кажется, мы вот против развития. Он уже когда понял, что уже обществом народ это не принял, они, значит, начали, так скажем, менять свою риторику. Мы против развития. Да, мы против. Они за, а мы против. А мы против, да. Понятно. Вот к чему я говорю, к тому, что вот эти все вопросы сегодня, вот эти все вопросы, они требуют исправления. Они требуют вот такого кропотливого труда для того, чтобы мы должны эти вопросы исправить. А то, что вы сейчас, о чем вы говорите, когда ты отмалчиваешься, когда ты продолжаешь ту уже бжаневскую линию экс-президента, провалившуюся, И там, и тут, кстати. да, то ты не выводишь страну из этой ситуации кризисной, в которой мы находимся. Ты должен сказать, что надо эту ситуацию исправить. В Абхазии нету и не может быть антироссийских сил. Ну, не может быть, потому что... Может быть, Ливан, я прошу прощения, Да. может быть. На фоне того, что сделал Аслан Бжани, может быть. в Понимаете, таком вот виде могут быть, да. запас прочности хорошего отношения к Российской Федерации есть у нашего поколения. Понимаете? У людей, сформировавшихся уже. А у молодых поколений, которые только-только формируются, на фоне того, что происходит, или происходило при Аслане Бжани, вполне может быть, дети могут запутаться. Молодые поколения вполне могут запутаться. Я никого не хочу в данном случае обидеть и назвать несмышленными там, и так далее, но так или иначе, понимаете, как это новые поколения, у них только формируются взгляды на жизнь, понимаете, на окружающий мир. И вот это постоянно, когда им говорят, что вот говорят, Да, то, что говорят, здесь- здесь запутаться могут, понимаете, может быть, поэтому я в этом обвиняю тех руководителей, которые неустанно, как мантру твердили, что вот те, кто за интересы Абхазии, обязательно против Российской Федерации. Понимаете? Вот это вот преступная такая, знаете, преступные заблуждения, когда закладываются в сознание общества. Я считаю, что им вообще надо дать оценку, обязательно правовую оценку. Обязательно надо дать правовую оценку. Я в этом абсолютно убежден. Мы это проговаривали. Да, чтобы здесь. другим неповадно было, чтобы они, понимаете, как здесь надо понимать всю опасность. Это, понимаете, это стало практически идеологией. Это стало практически идеологией. Антиидеология. Антиидеология. Антиидеология тоже идеология. Да, антиидеология, Понимаете? да. Вот за это надо наказывать, за это надо привлекать к ответственности. Я так считаю. Я в этом убежден абсолютно. Понимаете? Болтают, что попало. А потом уходят в отставку и живут себе припеваючи. И следующие приходят, начинают делать то же самое. И тоже уходят, и тоже никакого спроса ни с кого. Так не должно быть. Понимаете? За все должны нести ответственность люди. Но не несут. Но должны нести. Вот пока не начнут нести ответственность, так и будем мы собирать людей, митинговать, взламывать заборы и идти по одному и тому же адскому кругу. Понимаете? Я в этом абсолютно убежден. Необходимо привлекать людей к ответственности. Я еще так хочу одну тему затронуть, вот потекающую из нашей. Если моральная сторона, кстати, морально-этическая сторона, то 2010 года сидеть в Москве, потом приехать и вот так вот вольно давать оценку всему, что здесь было, и то, что есть, это знаете, как, если вопросы какие-то должны быть морали, этики и морали, не говоря уже о праве. Понимаете, но пока правовые вопросы, правовые аспекты не будут, Как будто с точки бы зрения эти два права не будет вопроса- дана оценка, и мораль, она как-то начинает подхрамывать, понимаете, когда право все время Да, молчит, да, да. мораль тоже начинает хромать, понимаете. Ну, еще здесь один момент на это. Когда садишься на это, видимо, проклятое кресло, Ну, не проклятое, просто появляется чувство вседозволенности, потому что предыдущего ни к чему не привлекал никто. понимаете. Вот как раз туда хочу и направить заключительный вопрос сегодняшний. Это то, что слишком много полномочий и слишком мало обязательств у президента Абхазии. То есть обязательства есть, но он их не выполняет. И фактически, что мы видим в сухом остатке? Экс-президент пытался несколько раз продвинуть антиабхазские
соглашения антинародные. Антигосударственные. Это признает сейчас, вот уже накануне признает зампредседателя Руководителя. замруководителя администрации президента России, уже из его уст это признается. Абхазское общество, наше государство оценило тем, что сказали, все, забора нет и вам здесь нечего делать. И никакой ответственности. Ничего мы с этим не можем поделать. А у нас президентское кресло, оно как будто бы вот пришел, что хочешь сделай, уходи и дальше живи спокойно. Может, все-таки мы перейдем к этапу реформ и подумаем о том, что нельзя вверять одному человеку столько власти без какой-либо ответственности. Даже если она была бы. Вот я на этой теме хочу завершить. Но мы говорили об этом все это время. Мы все это время об этом говорили. Необходимо создавать механизмы контроля за властью. Действенные механизмы контроля за властью. Не только за президентской, а в целом. За властью в целом, исполнительной. И законодательной, и какой хочешь. Ну и законодательной, и судебной. И судебной. Да, за всеми ветвями власти. Необходимо создавать механизмы контроля. Единственный механизм контроля, который сегодня предусмотрен Конституцией, это парламент, народное собрание, представительный орган, которому вменены в обязанность контрольные функции, которыми парламент пользуется много лет довольно слабо. Мы об этом говорили много раз. Я считаю, надо усиливать эти механизмы формы контроля парламентского. Прямо прописывать в Конституции, мы говорили об этом уже. Я хочу, чтобы мы еще это раз повторили, потому что в предвыборный процесс обычно какая-то риторика такая, ну мы за реформы и так далее, все кивают и там говорят. Но по факту, потом, становясь президентами, одна и та же болезнь у всех становится. Ну и конец один и тот же у всех. Да. Понимаете, это тоже надо понять. Нельзя, делая одно и то же, ждать другой результат. Так не бывает. Понимаете? Знаете, что надо осознать, в конце какую концов, я риторику вижу в обществе? Говорят так, что вот, дайте больше власти 35 депутатам, это еще хуже. И здесь, мне кажется, происходит подмена понятий. Когда говорится о каких-то, о реформах, да, и в том числе парламента, подразумевается, что просто дать им больше власти, но не менять принцип образования, собрания самого народного. То есть, не говорится о партиях, не говорится о программах. Такой бы упрощенный вариант. Вот здесь очень важный момент. Мы подошли к очень важному моменту. Говорится кем? Да, очень многими политическими. Очень многими это кем? Вот я смотрел, не хочу называть имен, но очень часто я вижу, когда люди, которые вообще не понимают ничего, ни в конституционном праве, ни в праве вообще как таковом, начинают давать оценку праву, нормам Конституции, нормам права и так далее. Понимаете, пекарь должен печь хлеб, а лекарь должен лечить людей. Понимаете, юрист должен заниматься правом. А если юрист занимается, но плохо занимается? Понимаешь, что у него может быть образование юридическое, а это значит, что он юрист. Диплом в кармане ничего не говорит, что он юрист, понимаете? Может, он десятки лет уже... Как и окончание медицинского института не говорит о том, что он стал врачом. Понимаете? Я просто думаю, это что разные вещи. Интересы общества, понимаешь, вот о чем. Понимаю, конечно, понимаю. Вот это интересы общества, они подменяются какими угодно интересами, групповыми, клановыми, что угодно. Но все выдается за общественные интересы, а по факту вот эта порочная система, когда у президента слишком много власти и никакой ответственности, она остается. Не только у президента. Да? Я говорил об этом уже, и в этой студии в том числе. Вы понимаете, у нас несколько ведомств подконтрольны парламенту. Они не отчитываются перед парламентом. Но парламент подконтрольный. Президент здесь ни при чем. Президент здесь ни при чем. Парламент выбирается таким образом, чтобы это было комфортно президенту. Это же у парламента, например, сейчас, если приходит к власти Адгур Арзымов, да? Давайте так представим. Тогда у него 2 года проблемы будут с парламентом, пока не изберется удобный ему парламент. До этого было у Аслана Бжани. Я не согласен. Так Значит, было проблемы всегда? будут с парламентом. Если его идеи будут противоречить интересам государства и народа, у него будут проблемы с парламентом. Конечно, будут проблемы. И слава Богу, что они будут. Понимаете? И слава Богу, что они будут. Если у него идеи будут направлены на укрепление государственности абхазской, если его идеи будут укреплять нашу государственность, если его идеи будут отвечать требованиям
интересов народа, то у него никаких проблем с парламентом быть не может. И тогда у парламента начнутся проблемы с народом. Понимаете? С общественными организациями, с вами, со мной, с тобой, с Ливаном. У парламента начнутся проблемы. Понимаете? Это нормально. Понимаете? Ручной парламент – это катастрофа для страны. Ну, такая система приводит к тому, что через 2 года президент своими ресурсами сможет сделать парламент ручным или При близким молчаливом согласии или близким общества. к этому. При молчаливом согласии общества. Вот общество избрало прошлый парламент. Как его избирали, помните? Помним. Но избирали Давайте начнем. президента. Иван, минутку. Что случилось 15 ноября? Давай об этом поговорим. Что произошло 15 ноября? Народ пришел протестовать против чего? Политики президента. И вообще власти. Что требовал народ? Давайте вспомним. К кому обращался народ? К президенту? Нет. Президент обращался к парламенту. Так он успел перекинуть, да, смог. Парламент позволил перекинуть президенту проблему на свое поле, как говорится. Ливан, я хочу, чтобы вы это вспомнили. Это очень важный момент. Что требовал народ? Чтобы парламент принял решение. Чтобы парламент не перекидывал этот вопрос со дня на день. Понимаете? Вот зачем пришел народ. Президент в этом был виноват? Нет. Это позволил сделать парламент. Парламент отказался принимать принципиальное решение. Народ потребовал, чтобы парламент принял решение и закончил с этим вопросом. А парламент начал откладывать, президент начал отзывать, как это было с законопроектом об апартаментах. Не могу до конца согласиться. Но и, ребята, ну давайте откровенно, давайте видеть проблему такой, какая она есть. Понимаете, нужны необходимые действенные механизмы контроля за властью. Согласен. Понимаете? И нужно реформировать ее всецело, а не как бы так. Правильно. По чуть-чуть. Правильно. Мы об этом говорили много раз. Надо изменить требования к депутатам в парламент, кандидатам в депутаты в парламент. Изменить требования. То есть хороший парень уже мало, да? Хороший парень всегда было мало. Просто мы как-то на это начали соглашаться и необходимо переходить на смешанную систему. Мы говорили об этом уже много раз. Да. Здесь речь о чем идет. То есть при мажоритарной системе выборов парламент не отражает ситуацию в обществе. Правильно. С помощью мажоритарной системы это доказано уже доказано. Да, мы об этом говорили уже. Да, власть проводит 90% своих кандидатов. Что потом топит саму власть. Да. И страну тоже с этим. Пропорциональная, она тоже относительно, но более справедливо показывает соотношение власти и оппозиции. Силу общества. Да. Контролировать власть может только оппозиция. Не придумано другого механизма контроля над властью. Это оппозиция. И через независимые СМИ, это тоже один из рычагов контроля над властью, и обществом, гражданским обществом, которое имеет тоже свои механизмы, да, там союзы, профсоюзы и так далее, тоже организованное, так скажем, местное самоуправление и так далее. То есть вот это единственный механизм, придуманный человеком. Теперь вот эту оппозицию надо легализовать сегодня в парламенте, чтобы она имела рычаги контроля над властью. Чтобы она там присутствовала, чтобы она была частью государственного... Чтобы ее было слышно. Чтобы ее было слышно через средства массовой информации, там, особенно общественно-государственные, и контроля, да, там контрольная палата у них должна быть в руках, они должны контролировать, то есть наказание, систему наказаний. Если этого механизма нету, то никакого контроля за властью не получается. Правильно. Вот. И здесь мы говорили о том, что вот этот механизм взаимоотношений коллектива и личности, он всегда является, то есть разрешение этой ситуации, этого конфликта, да, у каждого народа тоже свой. То есть есть эти механизмы разрешения индивида и коллектива, взаимоотношений. Да? У коллективистских обществ
это еще сложнее. У индивидуалистических обществ тоже свой механизм есть. Даже вот если брать наш менталитет, я думаю, одним из таких отражений нашего менталитета это нордский эпос, где вот это противоречие, которое складывается между коллективом и личностью, там вот очень ярко показаны. Нард со Срухой 100 братьев, да? Они очень явно видны. И там есть даже такой очень интересный момент, который, можно сказать, это там есть одна глава. Я считаю, что кандидаты в президенты должны ее прочесть. Она называется «Садахаца Дуома». Есть кроме меня еще кто-нибудь сильнее меня? То есть есть ли герой кроме меня еще? Есть 15 ноября. Да, есть 15 ноября. А там в этой легенде оказались настолько мощнее Нарда Сосруха, что он оказался очень маленьким. То есть я к чему говорю, что вот этот вот с древности замечена вот эта вот форма, когда человек получает власть, в абхазском менталитете есть эта проблема. Он начинает говорить, что вот я один герой, я никого не собираюсь слушать, я ни с кем не собираюсь. Последний патрон. Патрон за мной, только я могу прав, никто мне не совет. Это называется, Лиман, вышел в люди и не вернулся, называется. Да, ни совет старейшин мне ничего не могут сказать, ни общество, ни оппозиция и так далее. И тогда... Не соратники. Да, и тогда какие-то там в легенде, значит, внешние силы его останавливают. Ему внешние силы показывают, что есть круче тебя, и ты становись нормальным. То есть, а у нас это было, так скажем, в советское время, когда мы были в составе СССР, много народов, были третейские судьи и так далее, когда могла внешняя сила тебе показать твое место. Теперь мы должны внутри срегулировать таким образом, чтобы взаимоотношения коллектива и президента, так скажем, были уравновешены. Только в этой равновесии есть залог успеха. Это смешанное, так скажем, теперь переведем на юридический язык, это смешанная президентско-парламентская Коллективом республика. ты говоришь парламент, Садахаца это президент. Президент. Хорошо. Вот, то есть вот я думаю, сегодня как никогда уже общество, наш народ понимает, что, потому что не понять уже тоже невозможно. Уже. 3 последних президентов отправили в отставку досрочно, да, таким образом. Неуважительно. Да. Поэтому я думаю, сейчас вот этот, так скажем, мне казалось, к сожалению, почему к сожалению, что вот это вот то, о чем я говорю, об изменении ситуации политической и взаимоотношений, вот она станет трендом, потому что это запрос общества в предвыборной кампании наших кандидатов в президенты. Я думал, это будет главный тренд. И у журналистов, которые должны были эти вопросы задавать правильные, да, и у всего общества, как нам уравновешивать. 3 президентов предыдущих отправили в досрочную отставку. Что делать, чтобы изменить? То есть это главный вопрос повестки, да? Экс-власть нашла ответ, что делать. Забор поставила. Забор поставил. Да, то есть это вот попытка оградиться от народа, и вот посмотрим, кто сильнее, у кого патронов больше. Резиновых. Резиновых, да, сейчас оказалось резиновых. Сейчас, да. Понимаете, вот власть такой ответ нашла в этом. Видите, хотя мы говорили, что нету в этой стране монополии на силу, на справедливость и на все остальное. Но вот власть это не услышала. Вот кончилось то, чем кончилось. Ну что ж, это тоже Столько раз... форма контроля. Это тоже форма контроля. Я- Ну что, ничего страшного, что теперь делать? По-другому, если не получается, будем действовать таким образом. Потому знаете, когда говорят о том, что вот стыдно уже, хватит, это хащароб,
А что стыдного? Что такое? Машины жгли. Вон в Европе, посмотрите, машины жгут, витрины ломают. У нас вся эта ситуация остается в рамках одного квартала. И я должен И сказать, общество живет своей жизнью что все это время. все-таки большая Ничего страшного в этом заслуга нет. всех сторон, которые участвовали в этом процессе, это то, что все-таки без кровопролития, без того, что кто-то пострадал, проходили эти события. И это, наверное, Мшат хайбот. это уже... Анша хайбот. хайбот, И напахано хазго убрёк. Хазго убрёк. Ну, Ирайок хазго. злоупотреблять тоже не Злоупотреблять стоит. не Это- надо. Поэтому надо провести реформы и уже... То есть, я так думаю, что вообще власть не сакральна уже для абхазцев. Да. И смена власти там досрочно, там в срок, она не должна... За месяц до... вообще- Да, она не должна быть сакральной. Вот сакральные 5 лет, ты должен... слушай, здесь нормально, что кто-то подаст в отставку или кризис политически приведет к отставке там, президента, премьер-министра. Она же не сакра, это же не молиться на эти 5 лет священные надо. Но просто, как мы говорим, чтобы избежать опять этого такого, так скажем, силового противостояния, которое может привести к кровопролитию, не дай бог, еще каким-то вещам, кризис должны быть разрешаться таким образом. Вот кризис, ушли в отставку, провели новые выборы, которые показывают опять другую расстановку и так далее. То есть это, я думаю, здесь такая система, она вообще выгодна всем. Да. И нашему стратегическому союзнику тоже. Это будет предсказуемо, мы будем предсказуемы, Понятный партнер. Да. понятны, что существуют определенные политические силы, которые, присутствуют в парламенте, они институционализированы, что они борются за власть. Сегодня кризис, одна власть ушла в отставку, пришла другая команда. Все это нормально. Да. Ну, будем посмотреть и будем продолжать анализировать события. Я думаю, что мы еще в следующих эфирах поговорим о том, как проходит предвыборная кампания. Мне здесь тоже кажется, надо какие-то акценты расставить. Мне кажется, предвыборная кампания, мне кажется, народ, вообще общество наше выросло. Я если раньше, когда выборы шли, там люди чуть ли не как лично это воспринимали. Там чуть ли не до конфликтов личностных доходило. Представители разных кандидатов могли там на личные отношения перевести предвыборную гонку. Сейчас, мне кажется, люди немножко успокоились и стали намного умнее и мудрее. Я вижу в этом и плохие вещи тоже. Но Не, я так вижу, не знаю, мне так кажется, общество... Я к тому, что больше... от острой фазы отошли немножко, мне кажется. Потому что я слышу часто, что ничего не изменится. Есть и такое тоже отношение. Не только вот такое взросление, но еще и некое неверие тоже сопровождается. Потому что много раз обманутым оказывалось это общество. Но с другой стороны, видно, что я думаю, что самый главный, наверное, помимо тех вещей, что мы проговорили, это отставка экс-президента, это смена куратора, даже не личность, то, что новое, то, что мы видим другие посылы. Мне кажется, мы видим еще другое. Это молодежь, которая, не знаю, чем бы и как бы ни закончились выборы, но то, что у нас есть какое-то такое значительное ядро в обществе, которое в случае необходимости будет бороться и дальше, мне кажется, один из итогов. Тут важно, за что бороться будут. Я именно как раз за национальные такие интересы. То есть я думаю, что такая молодежь есть абсолютно во всех штабах. И есть и вне штабов тоже. Поэтому на этом мы сегодня завершаем. Наверное. Да, еще один такой момент, что все-таки такой плохой осадок уже оставляет от этих выборов. Это, риторика
вот если мы не останемся у власти, ужас такой вот. Вот как-то надо вот от этого, наверное... Мне кажется, немножко отошли от этого. Да, ну есть они, по крайней Ну, не мере. так, как раньше. Ну, Ну, не как раньше, но все-таки пока... Слушайте, ребята, ну, были вы, уйдете, например, с власти, ничего же... Другой тоже, Ливан, не совсем корректно, Да. когда если мы не пройдем, то вот тоже, как бы, мне кажется, такие Ну, крайности. И Ну, это понятно, стремление там как новых сил приходить, я и как-то это понимаю. А вот это, если мы если мы уйдем, все провалится, ну, ребята. А что провалится? Да, что провалится? Что провалится? Если наши интересы никто не защищает, Да. если ну, может быть, какие-то подряды провалятся, мы же не знаем. подряды провалятся, да, уже То провалились, есть, я думаю. вот они, вот мне кажется, такие вот личные интересы никак спрятать не могут Ну, за этой это вот. сложно, да. Да, да, слишком вот ужас, ребята, вот мы не останемся, ужас произойдет. Нормально отнеситесь. Ну, побыли, Нормально дело, будут еще нормально. выборы. Будут еще выборы. Спасибо за беседу. Мне кажется, мы затронули очень важные темы. И подписывайтесь на Апсахабар, пожалуйста, комментируйте. Особенно наши недруги. С удовольствием читаем вас. Только прошу вас без оскорблений. Мы же никого не оскорбляем в эфире. Спасибо, что вы. А можем. А можем, да. Спасибо, Авзирас.